Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Немного запыхался, собирал лодку. Сегодня мы снова на реке Мокша в Мордовии. Попробуем половить щуку и хочу попробовать поймать головля. Но об этом чуть-чуть попозже. Значит, какое дело здесь? Сейчас вместе с вами распакуем подарок. В начале месяца у меня был день рождения, и супруга с сыном подарили мне обалденный подарок. Значит, это электромотор Water Snake. Значит, штатив я не взял, поэтому сейчас камеру закреплю на себе, по-быстрому распакуем, установлю и пойдем на воду. Как бы приехал я на рыбалку, а не делать обзор на мотор. И мысли какие-то уже по мотору, наверное, выскажу на воде. Ну и сейчас в процессе распаковки. Давайте, поехали. Так, значит, что мы имеем внутри? Инструкцию я уже отсюда доставал, но она здесь на английском и никакой пользы не принесла. Так, картинки посмотрел. Что у нас еще из комплектации? Давайте по-быстрому посмотрим. Бумага. Так, инструкция, наклейка, видимо, на какую-то жесткую лодку. Вот такая вот, немного помятая. Пенопласт, значит, сам мотор. Вот такой вот. И вот такой вот винт, ребят. Больше ничего в комплекте не было. Новый еще ничего не доставал, не пробовал, значит. Сейчас распакую и буду ставить. Значит, и аккумулятор ждал неделю. Пришел наконец-то. Аккумулятор тяговый. Значит, на 95 ампер-часов. Тоже будем, значит, сейчас его устанавливать как-то и смотреть. Ребята, ну не вижу смысла сейчас чего-то здесь еще рассказывать, потому что сам ничего не знаю, поэтому сейчас установлю и на воде будем уже смотреть, что к чему. Фух, выбрался на воду. Определенно, блин, есть с этим небольшой геморрой. Аккумулятор килограмм 20 с лишним весит. Мотор, лодку спускать. Ну, вроде все присоединил. Крутится. Все работает. Сейчас опущу его в воду, ну, мотор, и попробуем подняться вверх по течению. Так, ну все, вроде наладил. 5 скоростей здесь, вот на 5-й. Все не на веслах. Я не один сегодня, я с Юрием. Сейчас мы будем к нему подниматься. Там вверху находится перекат. Лодка маленькая, блин, загрузка тут по максимуму. Но все не на веслах, ребята, я вам скажу. Поднялся вверх по течению. Юра на веслах, я на моторе. Значит, все работает. Единственное, только сломана одна пластмасска. Я знаю, что те люди, которые мне это продали, смотрят это видео. Ребята, подойду к вам с этим вопросом. Это на регулировочной штанге достал, выпало. Вроде как бы не ходовая часть, но тем не менее неприятно. Ну ладно, опустим этот момент. Значит, Water Snake, мощность у него 30 ЛБС. Значит, в магазине был выбор между другим мотором, как же он назывался? Минкота. Минкота 30-ка тоже. Давайте я буду кидать и рассказывать. Минкота 30-ка, она стоит, значит, 17 тысяч. А Water Snake 30-ка стоит 10 тысяч рублей. Бегло посмотрел отзывы в интернете, ребята, и пишут, что разницы никакой нету. В принципе, как бы единственное, на Минкоте есть, показывает остаточный заряд батареи. Но я купил, сейчас попозже покажу штуку, которая
компенсирует это. И значит, разница в этих моторах мне выигралась аккумулятором, потому что аккумулятор стоит тоже 7000 рублей. Ну, как бы вот на этом я остановился. Не знаю, правильно, неправильно, но пока все работает. Мотор планирую использовать вот на маленькой лодке. Те, кто смотрит мой канал, знают, что у меня есть бензиновый мотор двухтактный Suzuki 9.9, и лодка там 3.30 у меня. А это для маленькой лодки мне жена с сыном подарили. Огромное им спасибо. Люблю, целую. Вот такие пироги. Ну, пока очень доволен. Значит, поднялся я, значит, к перекату, и сейчас попробуем здесь покидать, поймать головля. У меня знакомый подводный охотник здесь погружался, говорит, что здесь очень много мелкого головля, килограммового. Это для него мелкий. Не знаю, удастся поймать нам что-то или нет. Но попробуем. Если нет, то переключимся, будем твичить щуку. Сейчас немного покидаем. Время у нас без 29. Спустился с плавом вниз по течению, не увидел ни одной поклевки, ребята. Сейчас поднимаюсь наверх к перекату, туда к Юре, и, наверное, буду все-таки пробовать ловить щуку. Что-то с головлем хреново, не клюет. Против течения, течение небольшое, но нормально, идем. Все не на весла. Все, начинаю твичить щуку, ребята. Поднялся опять к перекату. И уже вот наблюдаю, не знаю, вам видно или не видно, громадные косяки птиц, утки. Все, полетели на юг. Наверное, они что-то знают. Наверное, будет похолодание какое-то или что-то. А громадные косяки. Сейчас подниму камеру. Ну, навряд ли там видно что-то. Просто громадный косяк. Уже вот второй летит. Все, полетели в теплые края птички. А у нас пока с Юрой ни одной поклевки мы не увидели. Здесь течение, блин, сильное от переката. В прошлом году мне доводилось тут ловить щуку. Несколько штук. Да, соблазнила, конечно, информация по головлю, поэтому и приехал сюда в надежде увидеть поклевочку головля. Но что-то ни хрена. Упираться тоже в головля не вижу смысла. Ну и локацию поменяли. Че, все рыбалки последние были в одном и том же месте. Клевала щука с переменным успехом. Пару было пролетных рыбалок, а так-то в основном поклевывала щучка не крупная. До 2 килограммов. Ну такие там кило 200, полторашки попадались. Так, Юра поймал там что-то? Сейчас будем посмотреть. Так, мотор здесь, румпель выдвигается. Значит, 2 скорости назад и 5 скоростей вперед. Вот такая вот. Хоп, хоп, хоп. Все вытаскивается вот так вот из воды.
Очень удобно. Так, ладно, сейчас покидаю, потом к Юре смещусь. Он стопудово на кукан посадит. Ага, щучка небольшая. Да. Но он отпустит потом. Ладно, все, продолжаем рыбалку. Так, ну что, время 11:30. Я спустился вниз по течению против ветра на несколько километров, черт побери. Ну, я не знаю, кто знает, тот знает. От Пурдушек, короче, я спустился вниз за Гайдар. Вон там, значит, детский пионерский лагерь Гайдар. И вот я еще ниже него спустился на моторе на этом. И, значит, у меня еще показывает, ну, сейчас показывает полный заряд батареи, но когда иду на 5-й скорости, показывает уже, что батарея наполовину разряжена. Ну, отсюда буду облавливать, ветер в ту сторону, буду надеяться, что меня будет сносить, и будем облавливать сейчас вот береговой свал. Все, поехали. Там возле переката, ну, ниже переката очень мелко. И я не увидел там ни одной поклевки. Юра поймал одного щурка на вертушку. Поэтому сейчас будем потихонечку по ветру идти к машине. И надеюсь, что удастся поймать хотя бы одну щучку. Попалась. Я уже думал, будем без рыбы с вами. Нет. С рыбой. Так, ну-ка иди сюда. У меня подсачник вот есть. Я взял для головля. Думаю, голавлик будет клевать. Опа. И у нас попалась щучка с вами. Блин, подсачник все это зло, короче. Тихо, только не дергайся. Оба. Попалась вот такая вот щучка небольшая. На рудру, значит. И это уже радует, как бы. Ну, места здесь проверенные. Щучка здесь нет-нет да поклевывает. Повредила жабры. Вот такая вот щучка, ребята. Ну все, ее отпускаем. И ветер подзатих, собака. Как буду возвращаться, не знаю, хватит мне батарейки или нет. Ну, отлично, отлично. Давайте всю эту красавицу домой. Ушла под лодку. Вон она, все, ожила, уплыла. Отлично, супер. Воблер рудра. Вот такая вот. Ну все, отлично. Сейчас продолжим рыбалочку. Изначально нужно было, конечно, ехать сюда. Но головля очень хотела. Раздразнили меня подводные рыболовы эти
Гололавль там стоит килограммовый. И очень хотелось бы, конечно, поймать, но нифига. Так, ну что, ребята, вот еще одна поклевочка. Прям возле лодки небольшой щурок схватил. Подбагрился он за спину. Атаковал. Ну, давайте сейчас как-то его возьмем. Так, опасно его брать голыми руками. Сейчас лип-гриппом зафиксируем его как-то. Так, как бы тебя, ну-ка. Так. За шкирку его поймал. Здесь, значит, какое дело? У товарища на канале «Мордовские будни» называется. Евгений там снимает, с Темникова мальчишка снимает тоже рыбалку, вообще там как дела, чего и все остальное. И они тут с ребятами ездили, тоже ловили на спиннинг и поймали щуку, пробитую острогой. Распорот весь живот, но тем не менее щука у них клюнула на спиннинг. Прям со страшной раной. Можно посмотреть. Канал «Мордовские будни». Рекомендую. Интересно, он там и готовит что-то на природе там. Вот так вот. Ну, этого мы тоже отпускаем, ребят. Ребята, опять, значит, он утки. Или кто, я не знаю. Наверное, утки или гуси. Хреначит, прям большая-большая стая. Разбивалась вот сейчас сколько? 4 косяка летит. Как-то они в одном и делятся туда-сюда. Обалденно просто. Вон летят. Просто супер. Тут воробьи вот еще. Да, я не охотник, не разбираюсь. Наверное, может быть, гуси, что ли. Гогочет сильно. Да, это гуси. Вон полетели. Так, а мы продолжаем ловить щуку. Есть. Есть. Вот и на камеру поклевочка, ребята. Ах, сошла. Фрикцион, блин, что ли, ослаблен был. Ну ладно. Да. Фрикцион был ослаблен. Ну и не беда. Как товарищи Щербакову говорят в песне: сорвалось, не грусти. Поймал, отпусти. Ребята, не соврал мой товарищ. Смотрите, какую тему я тут придумал. Иду на первой скорости вверх по течению. И как бы получается сплавом облавливаю. И все-таки голавль клюнул, блин. Сейчас заглушим мотор. Да, смотрите. Давайте скорее его примем. Опа! Отлично. Ну, вообще нормально. Фу. Вот это поклевка. Блин, ну я что-то камеру не включал. Думаю, вообще так прикольно иду, отдыхаю. Моторчик жужжит. И я потихонечку вверх по течению на первой скорости иду и бросаю. И голавль вот такой вот. Отлично. Сейчас надо сфотографировать и отпущу его. Фух. Да, блин, прям аж руки трясутся.
Так, ну что, ребят, отпускаю. Голавлик приятный все-таки есть. Прям под берегом схватил. Все, домой его. Хоба. Удрал. Убежал. Удрал. Супер. Поклевка вообще мощная была. Мотор обкатал. Да. Поймал. Да. И мотор обкатал, и рыбу поймал. Вообще здорово. Ну ладно, сейчас попробую еще покидать. Может быть, еще удастся поймать голавлика. Все, хватит. Поехали на берег. Хорош. Время 2 часа. Сейчас пока соберемся, пока туда-сюда и темно. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Если быстро подвести итоги, то мы с Юрой на двоих поймали 3 щучки и 1 головля. Ну, рыбу поймали, значит, рыбалка в принципе удалась. Значит, на это место меня соблазнил товарищ, подводник, который сказал, что здесь куча головля. Очень соскучился по головлиным поклевкам. Весь этот сезон посвятил ловле щуки, а голавль что-то как-то ушел на второй план. Но все-таки удалось мне добиться головлиной поклевки. Непередаваемые впечатления. Ух, аж сердце остановилось, когда он схватил. Ну и, конечно же, очень доволен я подарком, который подарили мне жена с сыном. Обалденно, значит, определенно, значит, доволен. Это, не знаю, лучше или хуже бензинового мотора, но мне показалось очень удобно, по крайней мере, на этой маленькой лодке. Лодка у меня Boatmaster, длина 2,50 у нее, и как бы очень здорово, я думаю, где-то на полном ходу идет, ну, около 10 километров в час. Может быть, не знаю, там 6-5, я не замерял, но нормально. Спустился вниз по течению, вернулся назад, здесь маневрировал, и аккумулятор разрядил где-то наполовину только. Доволен, обалденно, как бы непередаваемые впечатления. Ну ладно, что же, подписывайтесь на мой канал и увидимся на воде. Пока-пока. Thank you.